Окончены основные уборочные работы зерновых культур, а также плодово-овощной продукции на территории городского округа город Якутск. О результатах сбора узнавала Марфирина Алексеева. Несмотря на засушливое лето, общие показатели урожайности в столице республики довольно неплохие. Основная посадка овощей производится на минерализованных землях, где имеется дополнительная поливка растений и широко применяется капельное орошение. В выполнении плана прогнозируем по картофелю 98-99%, по овощам где-то 95-97%. Вся продукция по овощам открытого грунта в основном реализована. Хозяйства наши сдают МУП Горснаб, некоторые сдали в Туймада Горснаб, некоторые отправляют даже на север. По картофелю где-то у нас на хранении нынче лежит где-то 5000 тонн. Город Якутск занимает первое место по площадям посева овощей открытого грунта. Это капуста, свекла и морковь. По данным на сегодня собрано около 5500 тонн плодово-овощной продукции, что составило 95% от предварительного плана. Сбор еще продолжается. Ежегодно объемы урожая повышаются. Город нуждается в дополнительном хранении. Сохранение урожая зависит в том числе и влияет на ценообразование в зимний и весенний период, когда привозные овощи начинают в цене возрастать. Наличие овощехранилищ способствовало бы удержанию этих цен. Это конечный потребитель и гражданин. В этом году своими силами соорудил картофелехранилище в Старой Табаге фермер Анатолий Соколов. Посадку картофеля сортов Розарра и Рока он производит на 25 гектарах земли. В этом году с 1 гектара было собрано 8 центнеров продукции. На этом месте раньше жили мои родители. Дом, в общем говоря, я вместе с участком передал на безвозмездное пользование в СХПК МТС Табагинский. И на этом месте вот мы к дому пристроили вот такой вот небольшой склад. Ну, в плане увеличения у нас есть еще, то есть будем в дальнейшем строиться. У нас не хватало овощехранилища вот в Табаге. У нас МТС Табагинский своими силами, слава богу, овощехранилище построил. Но мы постараемся затраты его компенсировать. У нас не хватает овощехранилищ в Тулагинском Тыдянском наследии. На будущий год мы планируем построить овощехранилище объемом 300 тонн. Если проект по строительству новых овощехранилищ будет одобрен депутатами городской думы, то к 2024 году в эксплуатацию будет введено 2 хранилища мощностью в 600 тонн. На сегодняшний день полностью завершена заготовка сена. Собрано около 11 тонн корма, что составляет 100,3% плана. Несмотря на хорошие результаты, за пределами республики будет дополнительно закуплено около 500 тонн сена. Марфирина Алексеева, Григорий Григорьев, Якутск.